Ну что, друзья, выехал сегодня на улицу, на прогулку, на снежок, на новой коляске. На новой коляске, которую благодаря вашей помощи я смог приобрести. Ну вот я сижу, да, мне здесь очень удобно. Еще какие функции у этой коляски, самое, что мне нравится, вот смотрите, самая главная штука, вот, настройка регулировки спинки. Вот эта штука, смотрите, я прям могу в любое время отдохнуть, вплоть до того, что я могу даже прилечь, вытянуть ноги и все такое. Вот так. Также регулируется наклон сиденья. Сиденье, которое, ну, вот если, например, спускаешься под гору и себя приподнимаешь просто, чтобы ты не сполз с этой коляски или коляска не нырнула вперед. Видите, как сиденье поднимается, все это делается плавно. Это самое основное, что есть, ну, что мне было нужно в этой коляске. Вот. Также, друзья, есть в этой коляске регулировка подножек, то есть можно подножку вытянуть, ну и, как говорится, но ноги не так будут затекать. Вот. Колеса черные, есть брызговики, резина черная, она более мягкая такая, и при вот, как у нас сейчас гололед, да, гололед такой, прям вот на дороге, прям асфальт как стекло, как зеркало, и довольно-таки неплохо себя чувствует. Я вот сейчас немножко поезжу, скорость, кстати, 15 км в час, долго я разобрался с этой скоростью, все выдавало 12, а потом что-то покупались в интернете, потом товарищ помог, и в результате пришли к выводу, что там почему-то вот Майра, которая мне прислала эту коляску, она не настроила это на 15 км в час. А там, оказывается, такая перемычка, чип, или как называется правильно, перемычка, он втыкается, эта перемычка втыкается именно в блок управления, там есть свободное гнездо, и все, пожалуйста, скорость 15 км в час. Даже, главное, перевода не было, и потом с телефоном там по интернету все это переводили по каждое слово, и в результате пришли к выводу, что по умолчанию коляска прошита на 15 км в час, но для того, чтобы не было никаких серьезных аварий, там еще что-то от неумения еще, человеку дается возможность поездить сначала на 12 км в час, а потом уже воткнуть этот чип и ездить, пускай 15 км в час, со скоростью 15 км в час. Ну, я уже с 2018 года стаж есть, опыт вождения коляски, и я сразу, мне хотелось сразу попробовать эти 15 км в час. Ладно, друзья, сейчас немножко я поезжу, меня немножко заснимут. Я вот здесь не очень на большой скорости поезжу, вроде как все нормально. Вот здесь во дворе нормально все пока. И видите, снежок такой, а под снегом лед. Действительно такая скользко сегодня. И вроде резина вот все нормально. Нормально даже держит дорогу. И мне удобно сидеть в коляске. Сейчас вот я выеду сейчас на дорогу и там по уже ровной поверхности измерю скорость и что и как. Вот так. Сейчас поедем. Съездим сейчас по основной дороге нашей. Посмотрим, как выдает нашу скорость она.
Едет так-то нормально, прямо аж чувствуется вот эта скорость 15 км в час. Вообще нормально чувствуется, да? Отлично. Жопа немножко виляет, друзья, но привыкнем, да. Чуть-чуть как бы получается, что скорость есть 15 км в час. Нормально так даже. Ох, против ветра ехать. У меня там Алексей снимает где-то. Да, отличная скорость вообще. Прям. Я такой любитель скорости, и нормально все. Ух, холодно, замерз немножко даже. Вот. Ой, ой. Скорость, да, приличная такая скорость. 15 км в час, очень резкая такая коляска получается. Вот. Юзом идет, скользко, гололед. Ну здорово, прямо аж идет такой продрог от скорости, от ветра такого, от прохлады. Нормально. Немножко накатался, друзья, такой, аж продрог немножко. Лицо, наверное, красное уже стало. Такой холодно на улице, с непривычкой еще. Это осенняя пора, она такая есть всегда. Пока не привыкнет организм, всегда прохладно чувствуется. Как бы, вроде бы относительно зимы-то не прохладно, сколько там, 5 градусов, может 7. А только-только это все начинается, снега мало. И в доме холодно, и везде, потому что мы непривычные еще. У меня-то куртка так-то не продувает, и одежда такая очень крепенькая. И носки с подогревом включил, и все такое, но все равно. Вот так. Ну вот, примерно немножко показал свою новую помощницу. Дай бог ей долгой службы, чтобы возила она меня по улицам деревни своей, по тропинкам на природе, до озера, до речки. И в общем, чтобы служила она мне долго. Спасибо еще раз всем помощникам. Вот так. Всем показал, что и как. Это небольшой такой будет отчет у меня. Вот. Все, заканчиваю этот ролик. Всем пока.